Депутат Саурықов Ерболат Байұзақұлы. Рахмет, Ерлан Жаханұлы. Менің сұрағым бас прокуратура өкіліне және ішкі істер министрлігіне бағытталады. Біз халықпен кездесуде және депутаттарға келіп түскен арыз өтініштерде көп жағдайда қазіргі уақытта мал ұрлығы мәселесін көтеріп жатыр. Өйткені 6,5 мыңға жуық ауыл бар, ауылдың негізгі күнкөрісі мал. Соңғы жылдарында мемлекет тарапынан халықтың әл-ауқатын мен күнкөрістен кейін көтеру мақсатында өздеріңіз білесіздер, былтырғы жылы 52 миллиард теңге ақша ауыл аманаты бойынша бөлінді. Биыл 100 миллиард ақша тағы да бөлініп жатыр. Биылғы ақшаның 50% сол мал өсіруге бағытталған, а былтырғы бөлінген 52 миллиардтың 90%-на ауыл тұрғындар мал алған. Енді осы мал ұрлығы бүгін күнде тоқтамай тұр. Мал ұрлығына байланысты 188-де 1 деген бап бар. Сол жерде ең төменгі жаза, егер алдын ала келісілген топ мүшелерімен ұрланған малдарға берілетін жаза 3 жылдан 7 жылға дейін деп айтылған. Ұсталған мал ұрлығына байланысты ұсталған азаматтар біреу мойнына аладыра, ең төменгі жылды 3 жылда алады да кетеді. 1,5 жылдан кейін жақсы несіне тәртібіне байланысты ол шығып кетеді. Ал қалғандары мал ұрлығын ары қарай жалғастыра береді. Міне мен сіздерге фактын айтайын. Былтырғы жылы 59 топ мүшесі ұсталыпты, 8,5 мың бас малды ұрлаған. Соның одан бөлек тағы да 1477 малдың 1111-і жайылымнан ұрланған. Осыған байланысты бізде осы заңда күшейтілу болады ма? Болатын болса, нақты қандай фактілер бар? Бас прокуратураға және ішкі істер министрлігінен сұрақтар. Сұрағыңызға рахмет. Жаңа сіз айтқан как раз таки 188-ші прим 1 бап, ол қабылдағанына где-то 3 жылдай болды. 3 жылдай болды ма? Сол бап бойынша қазір жұмыс істеп жатыр. Қазір нақты сізге айтамаймын, статистика қандай екен, қаншаға өсті, қаншаға төмендеді мал ұрлықтары. Сізді дұрыс айтасыз, мал ұрлық деген ол өте өрескел проблема. Бірақ оны қалай күшейтеміз ба, күшейтпейміз ба, оны талдау жасау керек. Сол талдау бойынша уже шешім қабылдау керекті. Сол бойынша қазір талдау жасап көрейік, енді осы заң аясында қарап отырмыз ғой, ары қарай. Министерство внутренних дел, пожалуйста. Значит, по статистике за прошлый год у нас количество фактов скотокрадства на 16% снизилось. Если было в позапрошлом 1800, то в прошлом 1470. При этом раскрываемость у нас 58%. Это достаточно высокая раскрываемость, тем более по таким преступлениям. Там, знаете, много проблем, когда позднее обращение. Есть у нас большие проблемы по выпасу без пастухов, когда люди отправляют скот и потом через 2-3 месяца к нам обращаются. В этом году у нас ситуация продолжается, тенденция тоже по сравнению даже с прошлым годом снижение на 30%, при этом раскрываемость 70%. То есть этой проблемой мы занимаемся. Как уже сказал мой коллега, был квалифицирующий признак введен, то есть он подразумевает как раз ужесточение ответственности за скотокрадство. На сегодняшний день тех санкций, которые есть, я считаю, достаточно. Вопрос больше как раз в неотвратимости наказания, повышении раскрываемости и всех остальных. Но и второй вопрос, необходимо все-таки нашим гражданам какие-то меры принимать, чтобы сохранять свой скот. И, по крайней мере, вопрос организованного выпаса, таврирования. В этом плане мы тоже работаем с Министерством сельского хозяйства. Спасибо. Рахмет. Базарбек Бахчан Джумабекұлы. Рахмет, Ерлан Жаханұлы. Ну, у меня вопрос, наверное, министру и замгенпрокурору. Вот такой вот в этом законопроекте есть как бы очень хороший законопроект, но есть там темные пятна, которые как бы подвергают сомнению принцип состязательности. И вот, например, в качестве примера, смотрите, вот есть в редакции этого законопроекта статья 201 УПК. Смотрите, какой интересный момент. Защитник с разрешения прокурора и согласия подзащитного вправе публиковать в СМИ опровержение на публикацию органов уголовного преследования, не разглашая данные досудебного расследования. И здесь возникает вопрос, прокурор вообще даст адвокату согласие на опровержение публично?
Это же, собственно говоря, ставит под сомнение и в зависимость адвоката от органа преследования. Возьмем другой момент. В статье 65 прим. 2, прим. 1 УПК другой момент. Оплата адвоката по государственной гарантированной юридической помощи осуществляется на основе постановления следователя. То есть адвоката поставили в зависимость от следователя. И это все-таки подрывает вообще принцип состязательности, который предусмотрен у УПК. Ответьте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за вопросы. Действительно, это новый институт, и мы считаем, что это укрепит состязательность сторон в уголовном процессе, поскольку в настоящее время только правоохранительные органы размещают релизы, и, соответственно, адвокаты не имеют права со своей стороны предпринимать меры по защите имени и репутации, например, подзащитного. В части прокуратура даст ли опубликовать, я думаю, это на той стадии, когда идет в рамках расследования ЕРДР, прокуратура как надзорный орган, это мое мнение, как надзорный орган может спокойно со стороны, надзирая, предоставить такой шанс. Что касается оплаты адвокатуры в рамках гарантированной государственной юридической помощи, которая осуществляется на основании постановления следователя. Это институт не новый, вы это прекрасно знаете, он и давно у нас существует. Мы действительно над этим вопросом работаем в части того, чтобы обеспечить реальность, конкретность оказываемой гарантированной юридической помощи, а в части того, что зависимость от решения следователя, сейчас процесс построен таким образом, что действительно следователь дает разрешение, соответствующее выносит постановление. Но мы готовы рассмотреть, сейчас мы эту работу проводим по усилению позиции адвокатуры в рамках исполнения поручения главы государства, по повышению роли адвокатуры. Мы рассмотрим и этот вопрос в том числе. Спасибо. Депутат Базарбектің микрофон тағы да қосыңыздар. Азамат Несипаевич, дело в том, что коллегия адвокатуры, сообщество адвокатов неоднократно в рамках рабочей группы направляла в Минюст, в Генеральную прокуратуру свои обращения по изменению редакции статьи 65 прим. 1. Вы были против, Генпрокуратура был против. Вы сейчас здесь говорите совершенно другие вещи. Я вам говорю то, что сейчас работа ведется, если вы меня услышали. Я вам еще раз могу сказать, что мы не отказываемся, мы исполняем поручение главы государства, для вашего сведения, исходя из которого звучит, что поручение президента звучит так, что мы должны повысить роль адвокатуры. Мы над этим неустанно работаем, и у нас есть что показать в части того, что мы реализовали уже ряд задач по исполнению этого поручения. Спасибо. Генеральная прокуратура, пожалуйста. То, что касается... Спасибо за вопрос. То, что касается опубликования, я думаю, если будут фактические данные, если эта норма примется, то проблем не будет с опубликованием и дачей разрешения. Я до этого говорил, что мы как раз-таки уравниваем шансы адвокатов с органами уголовного преследования и как раз-таки соблюдаем принцип равноправия сторон в уголовном процессе, предоставляя адвокату право опубликования опровержения. Плюс, до этого даже говорил я, что у нас есть ответственность за разглашение данных досудебного расследования. Тот же адвокат, те же участники процесса дают свою расписку о том, что они обязательства, что не будут разглашать. В этом случае как раз-таки согласие прокурора на опубликование опровержения адвоката будет гарантировать его от того, чтобы не будут привлекать к ответственности.